Несмотря на трудные времена для экономики республики, из-за пандемии осетинским предпринимателям совместно с Центром поддержки экспорта все же удалось выйти на международный рынок. О том, что такое экспорт и почему он так важен для регионов, в сюжете моей коллеги Натальи Адырхаевой. Экспортная деятельность играет важную роль в экономике российских регионов. Она повышает конкурентоспособность, увеличивает объемы производства и создает дополнительные рабочие места. Экспорт – это высшая лига предпринимательства, потому что приходится конкурировать не со своими соседями по двору, а с международными компаниями. И, соответственно, если у тебя соперники сразу же такие серьезные, ну, это как в спорте, то потом тебе легче становится и уже на домашнем рынке. Поэтому региональный экспорт – это крайне важно. Не нужно пихать локтями соседа, не нужно бороться друг с другом, а нужно бороться на глобальном рынке. Именно поэтому, в частности, в Республике Удмуртия у нас первый приоритет – это именно развитие экспорта. Потому что если мы захватим глобальный рынок, то уже и на домашнем точно будем конкурентоспособны. На сегодняшний день Удмуртская республика является одним из первых регионов по росту экспорта. За последние 2 года им удалось увеличить объем в 3 раза. У нас есть по каждой крупной компании экспортный план. У нас есть экспортные акселераторы, в которых учатся десятки компаний. То есть мы, если ты уже успешный экспортер, считай, заставляем тебя учить начинающих экспортеров. Но это здорово, когда ты помогаешь не наступить на те грабли, на которые ты уже сам наступил. Это очень мощный инструмент, когда вы выстраиваете систему наставничества. Вот. Плюс мы очень плотно работаем с торгпредствами, буквально со всеми торгпредствами, их 54, вот. Считайте, что почти с каждым отрабатываем. Вот, наверное, это основные составляющие. Мы большое внимание уделяем сотрудничеству с маркетплейсами, то есть это быстрый способ попасть на экспорт. Вот зарегистрировался на платформе и, глядишь, тебя уже покупают. Но это, конечно, требует работы, нужно упаковывать продукт, нужно не жалеть сил на маркетинг, потому что у нас иногда любят сделать продукт классно, а вот именно упаковать его красиво сил уже не хватает. Поэтому очень важно именно продавать. Сегодня почти во всех регионах России существуют центры поддержки экспорта. В Северной Осетии подобный центр является структурным подразделением Фонда поддержки предпринимательства республики. Работает уже 2 года. Самое первое, что мы делаем, это консультируем по тем направлениям, что может делать Центр поддержки экспорта. У нас бывает очень много образовательных мероприятий, семинаров, куда мы привлекаем федеральных экспертов. И бывают тематические семинары, как поставлять продукцию, допустим, в Эмираты, в Иран, в Турцию, в европейские страны, в Китай, как проводить таможенные процедуры. И когда у предприятия появляется какой-то тот или иной интерес в какую-либо страну, то мы уже в ту страну делаем на языке той страны коммерческое предложение, по его продукции направляем партнерам, кто у нас есть, организовываем бизнес-миссию в страну, вывозим на выставки их продукцию. И вот так процесс уже начинает развиваться. Расширение номенклатуры поставок и развитие экспорта позволит региону увеличить доходную часть бюджета всех уровней. С каждым годом количество заключенных экспортных договоров растет. В прошлом году, благодаря помощи Фонда поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, было заключено 15 экспортных контрактов у 11 предприятий. Все эти предприятия начали отгрузки и отгружать продукцию. Но вот COVID-19 внес свои коррективы. Некоторые предприятия, которые должны были отгрузить, допустим, продукцию в Иран, допустим, древесину, иранская сторона предъявила дополнительные требования. То есть продукция должна пройти термообработку. А здесь, где проводить термообработку, у нас в республике нет. Теперь они отправляют продукцию через Новороссийск, там можно провести термообработку, но это приводит к удорожанию продукции. И сейчас идут переговоры о цене. Несмотря на трудности, связанные с закрытием границ, работа экспортных центров не останавливается. Эксперты уверены, увеличение экспорта в малом и среднем предпринимательстве – результат верной стратегии. В этом году осетинские производители уже вышли на немецкий рынок. Вот со слов нашего компаньона со стороны Германии, он бывший житель Советского Союза, в Германии проживает очень много людей из постсоветского пространства, и он, как нам объяснил, у них ностальгия по
напиткам сладким и по продуктам Советского Союза. Вот он уже изучил там рынок Германии, какой был, на что был спрос. И мы уже адресно проработали, что вот данные продукты, вот с его слов, что они будут пользоваться успехом. И получилось именно так. 3 предприятия мы отправили, и все 3 предприятия заключили контракты с немецкой стороной. Одной из этих компаний является производитель минеральной воды и сладких газированных напитков «Бухардон». В феврале текущего года продукция компании «Бухардон» была представлена на выставке «Продэкспо 2020». Там к стенду подошли представители Германии, продегустировали сладкие напитки нашей компании. Им очень они понравились. На днях пробная партия продукции «Бухардон» поступит на прилавки немецких магазинов. Производители ждут обратной связи, после чего будут разрабатывать дальнейший план сотрудничества с посредниками из Дюссельдорфа. Также этим летом компания приобрела новых партнеров из Молдавии. В июне месяце текущего года направили пробную партию. Они попробовали, им очень вода наша понравилась, причем весь ассортимент. Это и минеральная вода, и питьевая вода, и лимонады. И вот на сегодняшний день мы уже готовим партию для отправки. Планируемый заказ на сегодняшний день составляет 20 тысяч бутылок. Экспортная деятельность заставляет компании учитывать международные требования и совершенствовать свой продукт. Перед выводом продукции в новый регион проводится предварительная работа. Мы проводим определенный анализ, анализируем рынок, продукцию, которая там есть, в том числе внешний вид продукции, да, вот в товарной линейке, с которой мы работаем, и уже адаптируем, дальше адаптируем свой товар под тот или иной регион. Доля российских регионов во внешнеэкономической деятельности по-прежнему незначительна. Однако уже принимаются различные меры, снимают административные барьеры во внешней торговле и создают наиболее благоприятные режимы для экспортно ориентированных компаний. Наталья Адырхаева, Давид Битиев, Юлиан Каталонский. Специально для программы «В итоге».